Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести». Чеченская республика, в студии Лейла Муртазова. И в начале главные темы выпуска. Комфорт и статус. Планы и наши действия, они идут уровень, и нам скоро будут очень хорошие новости. Рамзан Кадыров посетил первый в Грозном автосалон премиум-класса. Какие услуги представляет новый сервис, расскажет наш корреспондент. Дерево в раю. Каждому участнику акции вручают по 8 саженцев. Все они разных видов. Социальная организация «Хейра» провела очередную экологическую акцию по озеленению территории. Старая сказка на новый лад. Сказка, она объединяет и взрослых, и детей. Это, пожалуй, один из, может быть, даже единственных жанров, где плотнее всего пересекаются детские и взрослые интересы. Киносказка «Горыныч» продолжает покорять экраны грозненских кинотеатров. В регионе появился первый автосалон, предлагающий в прокат автомобили бизнес- и представительского класса. Проверить, как функционирует центр, прибыл Рамзан Кадыров. Он отметил важность развития сервиса премиум-класса. О деталях расскажет мой коллега. Автосалон «Элиткар 13» – первый в субъекте, который предоставляет уникальные услуги по прокату автомобилей представительского класса. Глава Чеченской республики вместе с внуками первого президента региона Ахмата Хаджи Кадырова провел осмотр его деятельности. Политик интересуется, все ли автомобили сдаются в аренду. Эксклюзивный насчет средний класс категории машины. Не ваш цен, уже горная местность по молодежи. Не ваш всего до 45 машин на данный момент. И тебе набегает больше развиваться. Rolls-Royce Geländewagen, шаг машина прокат. Ее прокат. Rolls-Royce, да. 6 водитель сани бывает еще. Например, хашта в Ченче аэропорте заказы чанище водитель сани возит. Local класс машин заказы на Таслирова. Шецан день, шинден арендовать его. Чисто молодежь, молодежь арендуется. Так, машин лучше нашего возраста. Мы можем соблюдать еще. То есть с базой, что добить шоуса, что лицензии. Его машины, да, что серийные номера, что велосипед, что добавили на рынок, уходить. А мы здесь. Хариш я бою или что волцун? Да его шум что твое все А машины заслуживают отдельного внимания. Их качество, функции и возможности говорят сами за себя. Мы смогли убедиться в этом. Для тех, кто хочет провести грандиозное событие или же просто покататься с комфортом, есть эксклюзивное предложение. Например, этот Rolls-Royce Cullinan. В этом автомобиле есть буквально все, что пожелает душа. Главное – это аккуратность и внимательность, особенно за рулем. В таком автомобиле комфортно будет не только пассажирам, но и водителю. Здесь есть все, буквально на все случаи, на любое настроение. Было бы желание взять в аренду такой замечательный автомобиль. Самое главное – это, конечно же, аккуратность и внимательность за рулем. На улице вы не промокнете, поскольку зонты встроены в каждую дверь каждой машины. Они защищают от дождя, и, соответственно, в салон вы мокрым не сядете. Что интересно, там внутри есть специальное устройство, которое не только защищает зонт, но и имеет функцию подогрева. То есть на случай, если вам понадобится зонтик в следующий раз, он будет абсолютно сухим. Как поделился с нами руководитель отдела продаж Алибек Сардалов, на этом их услуги не ограничиваются. В будущем запланирована полноценная продажа люксовых авто для всех желающих без исключения. У нас около 70 выдач. У нас есть очень большие планы, и наши планы
и наши действия, они идут уровень, и да, Лагаз скоро будут очень хорошие новости для жителей республики и для тех людей, которые хотят арендовать в будущем и приобретать автомобили в рассрочку или же нежели за наличку. Несмотря на то, что автосалон только в этом месяце начал свою работу, он уже завоевал доверие клиентов, а потому их количество, по словам сотрудников, неуклонно растет. Турпал Алита Исумов, сайт Эмин Мусаев и сайт Селим Ампукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». В Чеченской Республике заключили первую сделку в рамках нового финансового продукта «Тешем». «Тешем» – шариатский механизм поручительства, позволяющий обеспечить финансирование без использования процентов, что соответствует нормам ислама и российскому законодательству. Поручительство на 20 миллионов рублей получило предприятие «Колос», которое занимается производством продуктов питания. Эта сделка знаменует важный шаг в развитии исламских финансов в России. Благодаря поддержке руководства Чеченской Республики, Республиканский гарантийный фонд в мае текущего года был включен в реестр участников федерального эксперимента по партнерскому финансированию в соответствии с федеральным законом номер 417, в связи с чем мы осознаем всю текущую ответственность, которая у нас возложена, начало уже положено, что касаемо непосредственно продукта финансового «Тешем», он открывает для наших предпринимателей новые возможности. У предпринимателей появится возможность получить финансовую поддержку без залогового обеспечения и полностью в соответствии с нормами исламского права. На базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина стартовали соревнования по тактической стрельбе «Свои люди». Турнир собрал лучших бойцов спецподразделений со всей страны. С места событий Лимда Джамалдинова. Бойцы один за другим спускаются по канату с вертолета. Секунды бегут. Это зрелищное испытание называется «Десант». Так начался первый день всероссийских открытых соревнований по тактической стрельбе «Свои люди» на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина. Здесь все как в реальной спецоперации. Нужно не просто поразить мишень, а сделать это быстро. В стрельбе важнее всего соблюдение безопасности и контроль, плавный спуск, точный прицел и спокойное дыхание. Вот от этих трех этапов зависит каждый выстрел. Второе испытание – полоса. Участники преодолевают препятствия, работают в противогазах, демонстрируют выносливость, действуя как единая команда. Условия максимально приближены к боевым. Ошибка в движении – штраф, а неверное обращение с оружием может стоить дисквалификации. Несмотря на напряжение, бойцы сохраняют спокойствие и демонстрируют профессионализм. Видно, что на этих соревнованиях собрались люди, для которых дисциплина и самоконтроль не просто слова. Все упражнения проходят в жестком регламенте в ограниченное время. То есть здесь имеет значение как и психическая и психологическая составляющая, в том числе. Тем более, когда выступают команды с высоким стрелковым уровнем. В этом году это 4-й заключительный этап. На 3-й день у нас будет 3-е упражнение. Самое зрелищное – это дуэль. В этот раз здесь собралось 39 команд. Среди них и ОМОН Ахмат Грозный. Коллектив был создан в 2013 году и с тех пор стал постоянным участником крупнейших турниров по тактической стрельбе. За плечами бойцов десятки побед и призовых мест, а их подготовка считается одной из лучших. И каждый раз они демонстрируют высокий уровень чеченской школы тактической подготовки. Первый день соревнований завершился под вечер, но адреналин на площадке не спадал. Участники обсуждали ошибки, делились впечатлениями и готовились к новым задачам. Завтра их ждут индивидуальные упражнения, парковка и засада. В целом состязания будут идти 3 дня. Лимда Джамалдинова, Мусар Хаджиев, Сайтелим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. В Гудермесе прошла районная патриотическая встреча со старшеклассниками 12-й школы. На уроке мужества, сила в правде, диалог поколений школьники обсудили понятия долга, чести и любви к родине.
На одной площадке собрались представители местной власти, ветераны боевых действий и военнослужащие ОМОНа Ахмат-1. Главной темой стало осмысление героизма в наше время и роли молодого поколения в служении страны. Гости поделились личными историями, напомнив, что мужество, верность Родине проявляется не только на поле боя, но и в мирной жизни, в учебе и гражданской активности. Цель этого мероприятия – довести до молодежи цели и задачи специальной военной операции, участие наших воинов Отечества на специальной военной операции, для чего они там дала войдакома бог таберсбойл тигаритом, дала дахилганчер, газохтобл дойл лазинчер, дал маршал дойл, дал дахибергтеюл. Социальная организация «Хайра» организовала экологическую акцию, в рамках которой жителям субъекта раздали сотни саженцев деревьев. Регион демонстрирует хорошую динамику и наращивает темпы посадок, продолжит мой коллега. Эта акция стала уже доброй традицией. Программа «Дерево в раю» стартовала еще в 2016 году. Инициатором этого богоугодного дела является социальная организация «Хайра». Цель – посадить в республике 1 миллион деревьев до 2030 года. Киук им наприт эзерду, шики хитаки дальше хипхит эзерду, это вот 50 тысяч детей, истуем что он. Вой масаду глава руководства, потому что на десятилетиями я шел, решло он что, шинкашра я что он. Царь и масал гуш, что вой хардил доком дата дон, да мулаха, нет только кида арбала бада, да оберти верхом. Благотворительность проходит при поддержке чемпиона UFC Хамзата Чимаева. В этом году это первая акция, в рамках которой раздали 20 тысяч саженцев. Каждому участнику акции вручают по 8 саженцев. Все они разных видов – яблоко, груша, слива, персик, абрикос, черешня, шпанка и айва. Акция проходит не только в Грозном, но и в Гудермесе, Урус-Мартане и Ачхой-Мартане. Активное участие в раздаче принимали волонтеры, которые помогали присутствующим заполнением документов и показывали через QR-код инструкцию, как правильно посадить деревья. Первый этап – один из 3 этапов. 20 тысяч, потом второй этап 15 тысяч, третий этап тоже 15 тысяч. И стадию продолжил, что да могла. Что могли, что волонтеры, я шабяка нижери вежери бу, так и что вой махкоя букоша, дакуйош, и что да могла, как вой берката хирдук иншаллах. Жители региона выражали безмерную благодарность за такие подарки, которые они с радостью посадят в своем огороде. Да, садуэл, да дуйду. Сагина лурду ли лурду дал мола. К зеленой акции присоединилась и ГТРК «Войнах». Сад телерадиокомпании пополнился очередными фруктовыми деревьями, которые будут радовать своими плодами как сотрудников, так и гостей. Всего с момента старта программы посажено более 128 тысяч деревьев. Число будет расти и дальше. В течение месяца будет роздано еще 30 тысяч саженцев. Результат такой работы – это большой вклад в сохранение зеленого фонда не только в Чеченской Республике, но и страны в целом. Ахмед Рамазанов, Жабраил Хаджиев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Главы муниципальных образований Чеченской Республики приняли участие в Международном муниципальном форуме БРИКС-2025 в Санкт-Петербурге. Помимо мэра города Аргун, глав Курчалоевского, Гудермесского, Шелковского и Веденского районов. Масштабное событие собрало около 5000 участников из более чем 50 стран. Для представителей региона форум – возможность перенять лучшие практики и продемонстрировать развитие республики под руководством Рамзана Кадырова.
Кадырова. Деловая программа охватывает ключевые вопросы современности от умных городов до туризма и молодежных инициатив. Киносказка «Горыныч» продолжает лидировать в прокате грозненских кинотеатров. Она рассказывает историю главного героя петербуржца Алексея Алехина, который попадает в волшебный мир, где вместе с маленьким драконом погружается в череду опасных событий. Чем покорила кинокартина зрителей, узнавала Мадина Кураева. Фильм «Горыныч» вышел на широкие экраны 23 октября. Сказочную картину поставил режиссер Дмитрий Хонин, который заработал популярность благодаря фильмам «По щучьему велению» и «Огниво». В главной роли выступил актер Александр Петров. По данным аналитиков, картина уже возглавила российский кинопрокат, собрав значительную кассу в первые дни. Детская сказка должна быть всегда интересной. И в этом как раз вызов. Потому что дети совершенно не приемлют фальши. И, в принципе, музыкальные номера – это тоже для этого. И музыкальные номера, и всякие наши драки смешные, слишком характерные персонажи – это тоже для того, чтобы сохранить внимание детей. Но вообще сказки все любят. Мне кажется, просто кажется, что сказка, она объединяет и взрослых, и детей. Это, пожалуй, один из, может быть, даже единственных жанров, где плотнее всего пересекаются детские и взрослые интересы. По сюжету моряк Алексей неожиданно оказывается в волшебной стране, где ему предстоит пройти ряд испытаний, спасти маленького дракона, тем самым изменить свою жизнь. История фильма рассказывает о необычном пути молодого человека, героя, имя которого известно каждому по русским сказкам. Обычно Горыныч – это грозный трехголовый змей, символ силы и разрушения. Но здесь он показан совсем другим. Его характер и поведение сформировались под влиянием жизненного пути и друзей, которые были рядом. Восхитительный фильм. Очень хорошо передали сказку «Добрый Горыныч». В сказке главный герой понравился. Злой. В фильме очень хорошо отсняли. Класс. Очень понравилось. Интересно. Очень познавательно, веселый, добрый, смешной. За 1,5 часа авторы сумели показать борьбу человека с самим собой и с внешним миром. Но главное, они показали, как можно преодолеть трудности, объединившись. Сценарий продуман так четко, что все герои фильма получились интересными. Эта история не пытается кого-то чем-то удивить. Только если Горынычем персонажем, который, мне кажется, очень круто нарисован, и он как живой там, и это очень здорово. Это большая победа вообще специалистов по компьютерной графике. Очень точечно создали вот этого вот персонажа, и это очень здорово работает. Премьера так заинтересовала зрителей, что целые школьные классы приходили, чтобы посмотреть сказку в новой экранизации. Прокат фильма «Горыныч» продолжается по всей стране, и в том числе в Грозном. Зрители активно делятся впечатлениями в социальных сетях, отмечая, что отечественное кино становится все более зрелищным. Мадина Кураева, Хусейн Мурдаханов, Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.